Во время празднования юбилея Сибая многих горожан поразил великолепный, захватывающий дух голос певицы, представляющейся сибайской публике как Диляфрус Сабитова. Это далеко не первое и не последнее выступление оперной певицы в нашем городе, ведь Диляфрус родом из Сибая. Здесь она родилась и выросла, здесь были сделаны первые шаги в мир музыки. Поэтому визит в детскую музыкальную школу для артистки всегда полон эмоций и воспоминаний. Я благодарна моим педагогам, сольфеджио Татьяне Геннадьевне, Лидии Васильевне, педагогу по фортепиано Мусиной Раиде Рашитовне, которые привили мне любовь к музыке. Но пение мое началось тоже здесь, но даже раньше дома. У меня мама хорошо поет, папа, бабушка хорошо пела. У нас музыкальная семья. Здесь я ходила на хор. Мне очень нравилось. А затем, когда мне исполнилось 15, я закончила 9 классов в школе, закончила музыкальную школу и поняла, что я хочу связать свою жизнь с музыкой в дальнейшем. И решила поехать в Уфу. Вот. И тогда я поступила в Уфимское училище искусств. Будучи студенткой Уфимского училища искусств, Диляфрус начала свою трудовую деятельность в Башкирском театре оперы и балета. Далее была попытка покорения Московского вуза, однако первый блин вышел комом, и 19-летняя Диляфрус вернулась в родной город в качестве преподавателя музыки школы номер 6. На следующий год упорство девушки принесло свои результаты. Она стала студенткой Саратовской консерватории. Сразу я там устроилась работать в Саратовский театр оперы и балета, артисткой хора, потому что было очень интересно совмещать. Возможность была такая — совместить работу и пение. Было очень здорово, интересно. Все 5 лет они прошли очень весело, насыщенно. Я много выучила партий, много узнала опер, много постановок. Мы ездили на различные гастроли, на фестивали, такие как «Золотая маска» в Москву. Далее карьера оперной певицы, набравшейся опыта и изучившей большое количество партий, продолжилась в Москве, в известном центре оперного пения Галины Вишневской. Словом, на пути Диляфрус Сабитовой всегда встречались сильные педагоги, сумевшие взрастить настоящую звезду оперного искусства, а учитель, давший ей первые музыкальные знания, вспоминает о своей ученице с особой теплотой. Очень хорошо помню Диляфрус. Пришла она в 94 году, маленькая такая, на флейту пришла. Но, вы знаете, сразу такая была яркая и талантливая. Несмотря на то, что еще не очень хорошо научилась играть на флейте, во 2 классе она уже стала лауреатом республиканского конкурса имени Загира Исмагилова. А потом уже попозже она как-то пришла, сказала: очень хочу петь. В хор пришла ко мне, я была очень довольна, я говорю: добро пожаловать, я всегда рада. Ну и сразу, вы знаете, выделился чистый голосок, прям как родничок, как колокольчик. И не случайно, вот пока она училась, 6 лет, я ее звала Соловушка. Мама, кстати, до сих пор помнит, что Татьяна Геннадьевна звала ее Соловушкой. Ну, очень, конечно, ценили таких детей, ну, яркие, талантливые. Очень трудолюбивая, старательная девочка и яркая. Диляфрус Сабитова – лауреат российских, международных, зарубежных фестивалей. За плечами молодой певицы большое количество конкурсов, где выступление сибайской девушки оценивалось очень высоко. И даже побывав во многих странах мира, Диляфрус считает родной Сибай самым близким и лучшим городом. Сибай — это детство, я провела детство здесь. Мне часто снится, потому что это такое теплое было, интересное детство, которое мне очень много дало. Здесь у меня живут родители, сестры, много родственников, друзья детства. Я каждый год сюда приезжаю, насыщаюсь этой энергетикой, потому что все равно этот край родной. Но объездив все города, было такое, что у меня просто было желание побывать везде, посмотреть, где другие живут. Помимо этого, я и сама ездила на конкурсы. Я являюсь лауреатом многих зарубежных конкурсов в Польше, в Чехии. Я прослушалась в театре Парижа.
Но это все своими силами, потому что я неугомонная, я люблю ездить, путешествовать. Я была в Италии, в Словакии, в Австрии, в Вене была, все смотрела, насыщалась, я была в театре Ла Скала, это очень здорово. Но знаете, после этого, когда уже есть что с чем сравнить, и когда уже кругозор довольно-таки расширен, Сибай, он остается самым милым и теплым городом. Все-таки Родина – это Родина, которая она живет в сердце, и никогда ее не забудешь. Никогда. Сейчас Диля-Фрус находится в том возрасте, который в оперной среде считается зрелым и благоприятным. У молодой исполнительницы большие планы на будущее, среди которых и сольный концерт на сибайской сцене. Елена Афанасьева, Луиза Мустафина, Нарат Мирасгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.